Здравствуйте, уважаемые! А теперь попрошу абсолютной тишины и полного погружения в мир звезд и звездных тайн. Я каждый раз обнаруживаю на небосклоне Астаны новые и уже знакомые звезды. Некоторые звездочки вспыхивают и гаснут, как спичка. А настоящие звезды светят нам долгие-долгие годы. Обратите особое внимание, целая плеяда звезд под названием Дервиши. Группа Дервиши на все 100% оправдывают свое название. Глаголом жгут сердца людей. Да и вообще о них можно рассказывать одними глаголами. Жгут, поют, пляшут, музицируют, радуют, потрясают, облагораживают и возносят на неимоверную высоту своим великолепным искусством. Я не меньшее количество лет в шоу-бизнесе, чем ваша уникальная группа. Я заметил, вот какие исполнители, такая и публика. Вот сегодня публика была интеллигентная, симпатичная, интеллектуальная, я бы сказал. Вам всегда помогает вот ваша публика? Конечно, отдача, взаимная связь, обязательно обратная связь должна быть. И без нее артист не сможет существовать, это как кислород. Тот счастливый человек, тот, с кем дружат Дильмурат, Раимжан, Рустам, Руслан, Александр Ермек. Будут шуши и песни от души, пока на сцене Дервиши. Вот кому аплодисменты. Вы в тяжелые времена тоже будете петь и веселиться? Ну, Дервиш, это же проповедник. Да. И ходим, что-то рассказали, нас накормили. А теперь спойте. Вас же покормили, да? Да. Не, ну сейчас кризис как бы всеобщий, он, естественно, хлеб и зрелище, это же самое главное. Касается нас, но из любой ситуации надо извлекать выгоду. То есть, если мы сейчас намного больше освободились от поездок, выступлений, мы, в частности, Дильмурат засел на студию, доделаем альбом, у нас сразу 2 альбома выходят. Ну, мы в прошлом году очень хорошо поработали, участвовали в 2 церемониях. В одном взяли за вклад развития казахстанской музыки, были номинированы на премию ЭМА музоновской, попали в 3 финальную, ну, мы как бы не взяли, но позапрошлом году взяли. Каждый год нельзя брать, не скромно. Ну, конечно. Да, не скромно. Есть ли еще какие-то такие смелые проекты, которые хотелось бы притворить, но вот что-то мешает? Какие-то, может быть, запреты, Ермек, или какие-то людские условности? Мы, помимо Дервиша, вот, допустим, мы с Сашей, Руслан тоже, мы участвуем в разных проектах. Ермек Диаров, в частности, он же... Известный мужик, да? Кто же не знает Ермек? Я даже прическу под Ермека сегодня как-то вот пытался. Дервиш — это когда прибедняемся, а потом Ермек уходит, там надевает дорогой костюм, и уже для олигархов. Нет, ну Дервиш, музыку дорого. Так вот, кардинально, это очень такое, знаете, шоковое, конечно, не планируем, а такие более, как сказать, более старой гвардии, более классические, может быть, направленные. Приземленные вещи. Приземленные, да. Хорошо, можете повеселиться. Нет, ну... Просто вспомни какую-нибудь историю, что вы где-нибудь в поезде или пикник разложили. Если про поезд, не хватит памяти камеры. Нариман, ну видишь, мы давно работаем же, да, вот уже. Да. Я сейчас в группе самый старший. Ну, мужчина обычно возраст говорят, мне уже за полтинник.
Ну, вот насчет демографии, Больше мы же не знаем, же мы больше с 49,5 не дашь. 90-х годов гастролируем, может, я же не помню, у меня же память немножко. Вдруг завтра прибегу и скажу: здравствуй, папа. Понимаешь, что это может быть демографически. я не Надо знаю. говорить, издержки гастрольной жизни. Да, это издержки, чисто издержки, вот бывает же. Был не в себе. Мы как коллектив сплоченный очень. Ну, как бы могу похвалиться, у нас коллектив семья, очень крепкая. Мы дружим с семьями, дети все наши, у кого есть между собой, дружат. Периодически мы устраиваем по возможности, как вот у нас работа идет, мы всех большим коллективом вывозим куда-нибудь на моря, там еще куда-то отдыхать. Так Можем надо, чтобы похвалиться. тоже запели. Были Дервиши 2, Дервиши 3 Ну, это и тоже есть. Дервишата. Ну, у нас пока получается химики, там кто там еще, Дети какие? Дети что, не в отцов, что ли, пошли, Ермек? футболисты это всякие. Футболист? Делом занимаются, в отличие от нас. Сын вот мне в прошлом году говорил, он сейчас изменил в кардинале своем, мне говорил: папа, а вы поете же, это разве профессия? Говорит, «Да, ну, вот профессия, говорит, архитектор, профессор там, а сейчас вот Правильно, буквально нужно же год, расти. нет, год прошел, на он умных все суждениях поменялся. папы. Говорит: папа, Вот. я поменял, я решил стать артистом. Говорит. И с утра до вечера смотрит нашу музыку, слушает клипы. Еще и директором группы Дервиш. Директор группы Дервиш, как отец, наверное. Дильмурат является как бы и композитором, аранжировщиком. У нас 99% нашего репертуара, то есть его рук входит, его авторство, все. Ну и помимо нас, Дильмурат, он сотрудничает очень многими нашими казахстанскими исполнителями. То есть аранжировки, написание музыки и так далее. А вы все профессиональные музыканты? Или Из всех, есть кто-то, что из всех я... потом получил дообразовался в группе Дервиши? Не, из всех, по-моему, я без музыкального образования один только. Я самодеятельный ансамбль, барабанщик со школы, еще с 5 класса. А остальные у всех есть. Дильмурат вообще полный курс прошел, музыкальная школа, колледж музыкальный Чайковского, консерваторию. Дальше нет, если дальше что-нибудь было бы, он, наверное, пошел бы еще. Тогда самому надо создавать. Музыкальное училище закончил. Эстрадный цирковой, да? Вообще должен циркач, он силовые упражнения, но он пошел на гитару. Мы одно заведение закрыли. Гитара тоже требует цепкости, ловкости, мелкой моторики пальцев. Что касается Ермека, это универсальный человек, он мультимузыкант, то есть он на любом инструменте играет. Вообще вы все профи, да, конечно, вот как от бубна до горлового пения. А вы могли бы вот так импровизационно напеть свои мироощущения, когда вы находитесь в Астане? Вот примерно какую-нибудь мелодию такую сочинить. Просто. Голосом там. Не, мы можем. Примерно. Вот сейчас Напеть. горловое. Сейчас Ерема сварганит, берем. Ну-ка. Дервиши смотрят вдаль и поют. Чистые манящие мелодии, звучащие как будто из глубин веков, учат нас быть настоящими и искренними, возвышенными, как и сами музыканты группы Дервиши на сцене и в жизни. Что вообще поражает в основном, когда прилетаешь после Алматы? Мы как бы свидетели строительства Астаны. С 99 года мы Астану, Алмата, больше самых таких городов, которые посещаем. То есть, ну, получается, уже 17 лет, как бы, еще раньше мы как бы ездим, 17 лет мы видим Астану, какая она была вот 17 лет назад, какая сейчас. Мы все это видим. Как Через неделю приедешь, еще что-то. Да, через то есть вот эти изменения, как она растет. Она все красивее и красивее, все больше и шире. Еще бы для музыкантам, людей же. артистам раздавали бы по одной квартире. Вообще супер До сих было пор бы, еще да. не раздают. Не, ну так вот просто. Куда смотрят наш любимый Музон ТВ? Вообще, какая вот похвала больше всего вас радует? Вот вообще, ну, что вы слышали, самое приятное. Ну и чарующий звук аплодисментов. Молодец, Александр, лаконично. У него так, у меня, например, глаза. Глаза. Блестящие глаза. Большие. Да, это тоже кайф. Дима любит, когда и аплодисменты, и глаза, и кричат. Я обнимаюсь. Не, он в этом плане немножко скромный. Скромный, Он да? Сразу, если видит, что бегут обниматься, он раз меня туда вперед выталкивает. Более опытного. Не, я просто как это, ну, щит, может быть. Мы ее бережем. Это же Не, а нас- когда это тебе мозг. подпевают еще, это вообще приятно. Еще когда поют песни, текст знают, последняя песня, это практически все наизусть все знают, припев.
Когда группа Дервишей вообще выступает на сцене, мне кажется, просто рот открываешь, и слова, они сами в тебе как-то подсознание, на генетическом уровне прописаны. Та же песня, которая сегодня Ясмин, да? То есть она была написана в 2000 году Дильмуратом и Адилем. Вот то поколение, когда эта песня родилась, она так популярна была, что люди называли своих дочерей, родившихся именем Ясмин. И вот это поколение, уже вот им уже где-то по 15, по 16 лет, сейчас они подходят в интернете, мне на страничках пишут: меня зовут Ясмин, мне нравится вот эта песня, и меня назвали в таком-то году вот, в честь этой песни. Что вы и дальше будете такие популярные, что вы не затеряетесь в сонме звезд, гарантируйте. Звук даю. Гарантируем, что будем дальше так продолжать радовать вас нашей музыкой. Будем с гарантией. Обещаем. Удачи вам всем. Спасибо вам, что вы нас цените, любите, ждете новых песен. Ради вас мы будем работать сколько сможем. Я последний миллион за тебя отдам Музон. И оставшиеся тенге за тебя Музон ТВ. На этой оптимистической ноте я предлагаю группе Дервишей спеть наше любимое слово, название телеканала Музон. Давайте, 3-4. Kara gözlerim vayda dey sizlerge köyümden. Что-то большое всегда делится с остальными своей частью. Солнце теплом, мудрец советом, банкиры деньгами, а большие музыканты дарят тебе часть своей души. И жить хочется, и петь долго-долго. Давайте споем эту долгую жизнь вместе с Дервишами.